Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Вицба, говоря об общественно-политической ситуации в Абхазии, высказал свое мнение по поводу ратификации соглашения о передаче госдачи Пицунда в собственность России. Я для себя понимаю, если мы, как народ, с нашей землей куда-то присоединимся, там, пойдем в Россию, пойдем там еще куда-то, это я еще как-то смогу понять, потому что мы как народ пришли в какой-то союз, мы как народ со своей землей можем уйти. А в другой вопрос, если мы свою землю продали, а потом уже вынужденно пришли, и когда будем уходить, мы уйдем без ничего. В центре Пицунды, где у нас самим земли не хватает, где мы говорим, что детские сады нам строить негде, еще что-то, такие щедрые подарки делать. Сегодня рассказывая, что России нужна земля, я извиняюсь, 1/6 часть суши у них. 15 республик она потеряла, один Казахстан, вся таблица Менделеева. И вот именно камнем преткновения станет Пицунда, не поверю. Ахра Вицба также рассказал о ситуации на Украине. А многие говорят, что это не наша война, еще как наша. Придя на Донбасс, я увидел у казака орден Леона. Пройдя 2-3 улицы, я нашел улицу Гулия. Как не туда? Туда. А если бы не туда, тогда зачем вы признали это все? В глобальном мире есть только 2 государства. Америка и Россия. И мы должны принять были чью-то сторону. Мы ее приняли. Командир интернациональной бригады «Пятнашка» прокомментировал ситуацию с его задержкой на границе Донбасса. Завершилось тем, что я все равно переехал и поехал в Москву. И когда этим ребятам, которые мне закрывали границу и набрали, сказали: вас не смущает, что российские чиновники приезжают к нему в подразделение? Вас не смущает, что скоро будет референдум? Они говорят: какой референдум? Это та служба, которая должна заниматься работой, которая все везде прозевала. Это из-за них сегодня у российской армии трудности, потому что они не работали. И в нашей стране они не работают. Ахра Вицба также высказал свое мнение по поводу открытия второго фронта со стороны Грузии. Россия нас не бросит, потому что натовские войска придут, станут там возле Сочи. Вы не забывайте, что Грузия, которая заигрывает с НАТО, она с Россией граничит. И немало граничит. Там границы больше. И сегодняшние ракеты, они перелетят Республику Абхазия, мы даже не заметим этого. Поэтому себе лишнюю цену набивать не надо. И надо помнить одно, что мы нужны только сами себе. Заставлять русских любить Абхазию больше, чем мы абхазы, не получится. У них есть своя страна, которую они любят. Если есть возможность ее расширить, они это будут делать. От подарков они никогда не откажутся. Но если они понимают, что это проблемный вопрос, и народ в этом един, они и это поймут. На пресс-конференции Ахра Вицба затронул и международную политику. По его словам, если Запад развалит Россию, то это коснется многих стран, в том числе и Абхазии. Запад пошел ва-банк. Из чего мы себя тешим, что грузинское правительство сказало, от кого оно питается? Оно питается именно от Запада. И поэтому Запад, если пошел ва-банк, он заставит так или иначе оттянуть силы России. Потому что Россия сегодня находится в войне, в конфликте. И если она будет еще здесь какие-то силы концентрировать, Азербайджан, Армения, они хотят растянуть. Они пошли ва-банк, они хотят развалить Россию. Теперь задайтесь вопросом, если у России будет плохо, нам от этого станет легче? Я сомневаюсь. Командир «Пятнашки» рассказал, что в батальоне постоянно воюет около 60 бойцов из Абхазии. Каждые 2-3 месяца по очереди они приезжают на короткий отдых домой. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.